Сегодня 9-й день гражданской блокады Крыма. На полуостров не прошла ни одна фура. Пункты пропуска Каланчак, Чаплынка и Чонгар свободны от грузовиков. Сегодня ночью активисты перекрыли железную дорогу в районе села Красный Чабан Херсонской области. Эта дорога ведет к заводу «Крымский Титан», который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. На месте работает наш корреспондент Гульсум Халилова. Узнаем у нее подробности. На пропускных пунктах Чонгар, Каланчак и Чаплынка все спокойно, фур здесь нет. Сегодня активисты блокады аннексированного Крыма заложили бетонными плитами и противотанковым ежом железнодорожный путь, который ведет к заводу «Титан». Он находится в аннексированном Крыму. Предприятие же принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Все эти 1,5 года, пока мы ведем войну, пока нас терзает Россия, агрессор, здесь успешно продолжал цвести и пахнуть фирташевский бизнес. Наконец мы добились того, чтобы этому бизнесу здесь хотя бы, в рамках этого завода «Титан», его заморозить. По словам активистов, именно по этой железной дороге ходили грузы, которые привозили на завод сырье, а с завода же уже отправляли готовую продукцию. И несмотря на то, что после аннексии Крыма железнодорожное сообщение с полуостровом было прекращено. С начала же блокады по этим рельсам не проехал ни один вагон. К тому же на заводе уже прекратил свою работу один цех. 8 діб вони якось відпрацювали, після 8 діб зупинився один цех. Тобто можна зробити вивод, що, мабуть, тижні-два вони більш не витримають. И планировали выгнать с завода 24 вагона порожняка, якобы. Мы сказали, мы даже не против, але мы должны присутствовать при этом, убедиться, что они пустые. Но буквально через полчаса командование пограничников дало отмашку, что все, вообще никто никуда не будет ехать. И погранцы нам сказали, все, ребята, все, мы закрываем наглухо. На данный момент железнодорожная ветка в Армянске к заводу Фирташа перекрыта. На этом участники гражданской блокады не останавливаются и продолжают дежурить. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР.